30 лет назад Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Ровно через год документ вступил в силу и стал самым ратифицируемым документом в мире. К юбилейной дате издания по инициативе Детского фонда ООН Конвенция была переведена на абхазский язык. Перевод текста выполнила Тамила Аршба, корректор Светлана Курсай, дизайнером выступила Анана Ломи. Как отметил глава Сухумского офиса Детского фонда ООН Уильям Хенлон, одной из фундаментальных целей работы ЮНИСЕФ во всем мире является гарантия того, чтобы каждый ребенок мог обладать всеми правами. Для нас очень важно, чтобы общество знало о Конвенции ООН о правах ребенка, о ее содержании. И в скором времени Конвенция будет доступна, я уверен, для всех в Абхазии. ЮНИСЕФ были изданы 2 публикации: брошюра, в которой представлен официальный текст Конвенции, и красочно иллюстрированная книга с текстом Конвенции, адаптированным для детей. На презентации издания министр культуры Эльвира Арсали отметила, что деятельность детского фонда ЮНИСЕФ в Абхазии всегда актуальна. И то, что в такой день вышло вот такое замечательное издание, иллюстрированное на абхазском языке, конечно, это стоит особого внимания, поэтому огромная вам благодарность и большое спасибо за ту деятельность, которую вы все эти годы осуществляете в Абхазии. И ваша деятельность, она совпадает с основными положениями Конвенции, вернее, и повышение качества жизни детей, их образования, развитие творческих инициатив. Огромное спасибо за вашу деятельность. Эльвира Арсалия напомнила, что на открытии Дома детского творчества «Айнар» в 2002 году красную ленту перерезал писатель Фазиль Искандер. Министр преподнесла в подарок главе Сухумского офиса ЮНИСЕФ Уильяму Хенлону сборник произведений классика. Он тоже внес вклад, на наш взгляд, в такую вот очень важную для каждого человека тему детства. Еще раз поздравляю, огромное вам спасибо. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Канкварчи отметил, что издание Конвенции ООН о правах ребенка на абхазском языке – событие, имеющее большое значение в масштабах всей республики. Авторы проекта постарались сделать содержание книги понятным даже маленьким детям, отметил глава столицы. Очень благодарен всем организаторам сегодняшнего праздника для детей. Сегодня столько прекрасных, красивых. Я вот Лиле Эдуардовне уже показывал. Смотри, какие дети красивые, все очень интересные, глаза у всех такие яркие, ясные. Дай Бог, чтобы у них жизнь сложилась красивой, плодотворной, интересной. К презентации изданий Дом детского творчества «Айнар» организовал выставку работ, главная тема которых – права ребенка. По словам директора Виталия Кацуба, к экспозиции дети готовились 2 месяца. Представлено более 40 картин. В целом выставка, мне кажется, очень интересная. Еще хочу добавить и поблагодарить глава офиса Детского фонда ООН Уильям Хенлон. Все-таки они уделили большое внимание нам и подарили нам планшеты, мольберты, стулья, складные такие. Они очень пригодятся нам. Мы же часто ходим на пленер, и ребенок каждый может с собой взять и стул, и планшет, и мольберт. При этом в целом они, наверное, килограмм веса не имеют. На самом деле такие удобные. Мы благодарим за такую поддержку. Выставка подопечных школы «Айнар» продлится до конца декабря, а Конвенция о правах ребенка, выпущенная тиражом по 1000 экземпляров, была роздана всем желающим. Как отметили представители ЮНИСЕФ, в планах работа над дальнейшими тиражами. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.